Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Сейчас Андрей подготовится. Микрофончик. И нас с вами ожидает мастер-класс «Игровые технологии в STEM-обучении». Добрый день. У меня где-то есть примерно 20 минут. Я просто хотел с вами поделиться о той интересной работе, которую мы делали с учащимися в школе и со студентами тоже. Значит, идея такая была. Дело в том, что все практически дети, хотим мы этого или не хотим, но они очень увлечены играми компьютерными. Вот. Ну и это понятно, потому что игра — это то, чем занимаются все люди. И мы с вами играем. Играем на улице со своими друзьями, с супругами там, и так далее. То есть фактически, если задуматься, игра постоянно существует. Ну, она существует, безусловно. Вот. И даже она началась еще до того, как люди появились на Земле. Динозавры играли друг с другом. Вот. И игра, деятельность, она очень как бы может удачно вписываться в процесс обучения. Есть многие теории, публикации об игровой деятельности и так далее. Я когда начинал работать после кружковой деятельности с учениками в своей школе, они пришли ко мне на кружок первый раз, и я им предложил большой перечень того, чем бы могли заниматься. Мы получили гранты от города Хьюстона на вот эту кружковую деятельность. И, в принципе, нам была дана свобода выбрать, что мы хотим, но это было связано, скажем, вот с компьютерами, в классе в компьютерном. Я говорю, вот я могу вас научить веб-сайт делать, можем видео делать, можем обрабатывать изображения, ну и множество других, там, 7, по-моему, пунктов я им перечислил. Они на меня так смотрят, уже после школы, 4 часа почти сюда смотрят на меня и говорят, а поиграть мы можем? Они мне вот этот вопрос. То есть и у них был огромный выбор, они просто поиграть. Я им говорю, ну играйте. Мне надо было как раз там что-то закончить, и думаю, один разик там. Вот на следующий день пришло в 3 раза больше учеников, хотя я никого не приглашал, там ничего не рекламировал. И они вообще даже вопросов не задавали. Сразу включили компьютер и начали играть. Я говорю, вы что делаете? Да как, говорит, мы же играть. И говорят, ты же сказал, что можем. И пошли играть. Вот, и в конце концов я понял, что это очень опасное дело, потому что, ну, грант был написан не под игры, не под компьютерные игры. Но я также увидел очень интересную вещь, наблюдая за ними. Это ученики, которые практически не могли сдать с первого раза ни один тест по математике, там, по сайенсу и так далее. То есть заваливали все время, плохо учились. Но я увидел то, что когда они начали играть, они каким-то образом начали играть в сети. А это сеть школьного округа. Очень серьезная там такая security. Вот, ну, я, честно говоря, даже был немножко напуган, что они пробили вот эту вот всю security этой сети и играют в сети. Я понял, что они умные. То есть они просто прикидываются, что, ну, не хотят сдавать, да, что они умные. И тогда я им сказал, говорю, вы знаете что, говорю, играть больше мы не будем, я не могу вам разрешить, потому что у нас закроют нашу с вами эту лавочку тогда в ближайшие дни. Но давайте, говорю, если, говорю, я вас научу делать игры, то вы тогда уже будете для себя игры делать и сами уж играйте как хотите и так далее. Они так на меня смотрят и говорят, мы не сможем, это
Не по силам. И тут пришлось мне немножко как бы блеф такой использовать. Я говорю, да вы что, это ерунда, сделаем нелегко, я знаю, как делать. Никогда не делал этого раньше. Давайте это самое, соглашайтесь побыстрее. Они говорят, ну хорошо, если ты научишь нас, хорошо. Я говорю, у меня есть одно условие только, что игры должны быть по предмету, обучающие. Можете что угодно, можете стрелялки свои, там они все это стрелялки, вот, стрелялки свои делать, можете бродилки, там все что угодно, но это должно быть по математике. Вот, например, там идет человек, выстрелил, там почему-то разлетелся, оттуда пример математически выскочил. Ну, мы начали разные придумывать дизайны с ними и так далее. Вот. Но в конце концов, на следующую ночь я не спал. Я изучал по интернету, как делать игру, потому что я же им сказал, ляпнул по глупости, что это легко, да, и всю ночь я это, значит, занимался. И, ну, удалось как бы понять хотя бы самое начало. Потом дальше они уже сами больше меня даже учили, как что делать. И вот так вот начали делать. Количество студентов упало, это хорошо, то есть не было такого тесноты в классе и все. Остались те, которые действительно более-менее серьезные. Вот. Но мы потом после этого мы стали участвовать в соревнованиях. В этом, ну, такой был как бы ярмарка цифровых технологий. Вот. И два проекта взяли первое и второе место, а третий проект был не хуже нисколько. Я подошел к судьям и говорю, а что вы третий-то проект засудили? Вот сравните, вот второе место идентично. И они мне говорят, ты, говорит, не обижайся, это, говорит, мы их не засудили. Просто если бы мы отдали все три одной школе, то было бы как бы некорректно, политически некорректно. Поэтому ты, говорит, ребятам объясни, пусть они не сердятся, это, говорит, чисто вот такой ход. То есть вот уровень какой, да? И дальше случилась вообще более интересная вещь. Это произошло то, что я делал летом исследование, жена не работала, мне приходилось подрабатывать там летом. Вот я делал исследование в университете в Хьюстонском и попал, к счастью, к своему в лабораторию био- и нанотехнологий. Великолепнейшая лаборатория, очень такого высокого уровня. И там заведующий этим центром этой лаборатории, он сам родился и вырос в Донецке. Литвинов, доктор Литвинов такой. Умница, закончил МФТИ здесь, в Москве. Вот. И мы с ним сели, и я ему говорю, ну что бы вы хотели, чтобы я у вас, какое, так сказать, исследование, в каком направлении? Он говорит, ну давай, говорит, я тебе сначала познакомлюсь, что мы делаем, а ты потом подумай, как ты это можешь, так сказать, перетащить в школу, чтобы это было завязано, потому что там тоже грант был от Национального фонда по науке. Как ты, говорит, можешь это в школу перетащить, чтобы это было завязано с образованием? Потому что, говорит, то, что мы делаем, это очень такой, как бы, такой, ну, фундаментальный материал, достаточно серьезный и непростой. А ты, говоришь, с middle school работаешь там, то есть они не знают эти основы этих вещей. Оказывается, что он делал, я просто расскажу, это уникальное исследование. Значит, он делал такую вещь. Они разрабатывали био-наносенсоры, такие сенсоры на основе био-нанотехнологий, мельчайшие, которые не увидишь глазом, там они в 1000 раз меньше, чем песчинка, может быть, да? Могли программировать эти био-наносенсоры определенным образом. И они думали так, что вводить в кровь человека, и чтобы они в нашей кровеносной системе существовали без вреда организму. Но при этом программа была такая, что они должны были сканировать код ДНК, каждую молекулу. Ну, живут, каждую молекулу код, тик-тик-тик-тик, вот, и все. И как только вдруг определялось, что какая-то молекула, поменялся код у молекулы, меняется код, то задача этих био-наносенсоров была такая: подойти к этой молекуле как можно ближе и произвести электрический сигнал и уничтожить ее. Эту молекулу, одну молекулу убить. И уникально, просто фантастика, правда? Вот. И цель какая? Я говорю, ну и что произойдет? Он говорит, а дело в том, что когда вот этот код меняется, ДНК, ну чуть частично, вот он как-то идет сбой, да, это, говорит, вероятнее всего признак начала раковых заболеваний. То есть это предупреждение раковых заболеваний на стадии, когда еще даже никакая диагностика невозможна. И очень здорово, они шли очень хорошо вперед, там вот грант у них был и прочее, но все это исследование остановилось, потому что этическая сторона. И как он мне потом рассказал, мы потом стали очень хорошими друзьями, семьями дружим сейчас, как он мне потом рассказал, что, ты знаешь, говорит, а что если я заложу в эту программу этого биосенсора, да, не убивать молекулу, а делать человека злым? Или еще чего-то, понимаете, то есть менять его психику, ну, какую-то такую, то есть менять код другим образом. Вот, то есть вот это вот как бы им сказали, что, а вдруг вы так сможете сделать?
Вот. Он говорит, ну, конечно, никто об этом не думал, что мы так должны делать. После этого Google создала лабораторию, которая создала лабораторию научную, и они взяли эту идею, и они эту идею применили следующим образом. То есть они закладывают бионаносенсор, не программу на него, а они только ему дают сканировать состояние организма по различным параметрам. И в определенное время, в любое время, в принципе, специальный прибор подносится к крупным кровеносным сосудам, например, венозные сосуды здесь же есть в руке, да, подносится, и эти бионаносенсоры вызываются, как бы, они идут на сигнал, вызываются к этому прибору, и они сообщают, что происходит в организме в любую точку, в любой момент. То есть, если сравнить, например, вот, если мы хотим культуру Парижа изучить, и полетели на вертолете посмотреть на Париж. Это вот то, что нам сейчас врачи делают, когда мы раз в год ходим, сдаем анализы. А они хотели то, чтобы изнутри все это дело в любое время было такое. Вот такая уникальная вещь. Я пришел со своим ученикам и рассказал ему то, что это Дима Литвинов делал с этими бионаносенсорами. Они были очень впечатлены. И вдруг у нас такая идея с ними вместе родилась. Я говорю, давайте игру сделаем про это. Компьютерную игру. Раз мы начали делать компьютерную. То есть вот тема моего выступления это STEM и игры, правильно? Вот как раз STEM это Science, Engineering, Science, Technology, Engineering, математика. Сейчас еще в Америке добавили Art. STEAM уже сейчас называется. Не STEM произносится, а STEAM. Art добавили в этот же компонент. Большие деньги можно получать из различных организаций в качестве грантов на развитие вот этого вот направления. Так вот здесь как раз самый настоящий STEM, то есть взято фундаментальное, серьезнейшее, интереснейшее исследование, и оно перекладывается на какой-то студенческий проект. И таким образом мы со студентами смогли сделать игру, я вам покажу. Может быть, надо только установить будет. Вот, со студентами сделать игру, не на таком уровне, конечно, это было невозможно, но вы знаете, что в нашем DNA они имеют 4 основных таких базы, которые спариваются по двум. Там аденин, тиазин и еще 2. Вот. И они сделали игру, которая, значит, показывает, как они должны правильно, в каком сочетании находиться. Если не в правильном сочетании, там разлетается все. Ну, такая игровая вещь. Вот. И это позволило им, во-первых, очень серьезно увлечься и заняться science. У меня даже был момент, когда сайенс-учительница в коридоре, она такая большая, African-American, такая тетка большая. Вот я иду, и она навстречу мне идет с таким грозным видом, вот как вот медведь так вот на меня смотрит. Я думаю, что сейчас будет. Вот она подходит и говорит, ты что, говорит, делаешь с моими студентами? Я говорю, что такое? Да, говорит, они, говорит, мне жизнь не дают. Они, говорит, ко мне приходят до занятий, а я же, говорит, ем. Вот, они ко мне, говорит, врываются, когда у меня урок. Я же, говорит, преподавать должна. Они, говорит, меня задерживают после занятий, а тут ведь трафик, движение начинается, я пытаюсь побыстрее бежать. Ты, говорит, прекращай, мне палки в колеса. Я объяснил это все. Я объяснил, рассказал, она вроде заинтересовалась, но потом говорит, я, говорит, ведь сама это не знаю, эти вещи-то. Ты, говорит, они меня спрашивают, я, говорит, не знаю, что ответить. Я говорю, ну, может, книжки им какие порекомендуете там или еще. Но она тоже как бы потом вовлеклась, заинтересовалась, мы получили тоже грантик из Национального фонда науки, вот, и сделали вот такую игру, и это является примером, как раз примером того, как можно использовать игровую деятельность и STEM или STEAM совместно для того, чтобы учащиеся использовали их интерес, я использую этот термин, зависимость к компьютерным играм, но в правильном направлении. Вот то, что я вчера говорил, паровоз, который не остановить, так сказать, направить на правильную станцию. Вот. Значит, вот эта вот статистика. Более 100 миллионов в США являются уже доказанно как бы геймерсы. Геймерсы, то есть зависимы от игры. Это треть населения. 34% из всех 100 приложений на Apple Store это игровые приложения. Причем они сначала даются как свободно и бесплатно, для того, чтобы на крючок зацепить людей, да, а потом люди начинают платить деньги, подкупать там модули различные и так далее. Вот. Значит, вот это очень интересные данные. Индустрия игровая, особенно для мобильных устройств, она достигла в 2015 году 54 миллиардов долларов. 54 миллиарда долларов. Так? И вот я брал в прошлом году данные с Microsoft.
значит, они сказали, что до конца 2017 они ожидают как минимум 268 миллиардов долларов. Посмотрите, за 2 года скачок в 5 раз. В 5 раз. То есть тенденция какая, да? Вот. И вот это говорит нам о том, что действительно люди, это существует, это не остановить, это надо просто правильно использовать это дело. 99% мальчиков до 18 лет играют в компьютерные игры. 94% девочек в США тратят 8 часов в неделю, мальчиков 13 часов в неделю. На моем телефоне я каждую неделю удаляю игры, которые устанавливает моя дочь. Ну, она подходит и говорит, можно я поиграю? Я говорю, на, возьми, поиграй. И она устанавливает там всякие игры. Ну, хорошие, интересные игры. Все, но это тоже никуда от этого не денешься. 92%, с 2 лет уже начиная, они играют в видеоигры. То есть вот это вот данные. Я пропущу это видео, это очень интересное видео на самом деле, где задается вопрос, ну кусочек хотя бы покажу, где задается вопрос ребятам, молодые люди, которые организовали компании свои собственные по разработке, по дизайну и по программированию компьютерных игр. Талантливейшие ребята там закончили самые топовые университеты. Просто покажу первый хотя бы, как отреагировал один из таких вот ребят на вопрос, которым было задано, что такое игра. Вот смотрите. What is a game? I think that's something you're going to get a different answer with every single person you talk to. Any glorious use of time. Понимаете, Can I elaborate? A game really is something that you like play to either learn something or if you're like bored just to go do it. There's video games which could be for shooting or it can be for education without knowing that it is. Для образования, даже не зная, что это такое. То есть как бы это... Вы уловили, да, что он сказал? Ну, там еще много разных таких вот ответов интересных. Вот просто у нас не так много времени, мне хочется вам показать побольше. Значит, книжка была выпущена в 2011 году еще. Она называется «Разрушенная или сломанная реальность». И вот там автор этой книжки, она проанализировала, почему люди так любят игры. Что же, какие же позитивные эмоции у них вызывают игры. Ну вот удовольствие, первое это удовольствие, да, потом расслабление, как бы вот что-то такое, любовь может вызвать, сюрприз, неожиданность такой какой-то, да, гордость, когда побеждают, любознательность. Кстати, вот про Curiosity я совсем забыл сказать. Лесли Бетси, вы помните, вчера она по скайпу делала, да? У меня было выступление, где же это было, не помню. Оно, значит, выступление было посвящено тем знаниям и умениям, которые мы должны формировать у учащихся, у студентов, но это было связано с технологией, с цифровыми технологиями. А мы с ней хорошие друзья с Бетси. Вот, и она как-то ко мне зашла в офис, я говорю, Бетси, слушай, говорю, вот сейчас готовлю презентацию, выступление, подскажи мне, какое-то одно какое-нибудь, я знаю, что она очень умная, я говорю, подскажи, говорю, какое-то одно, вот, говорю, такое умение или такой компонент, вот, который очень важен для учителя или учеников при работе с цифровыми технологиями. Она ему говорит, легко говорит, curiosity, любознательность. В переводе любознательность. Я говорю, да нет, говорю, Бетси, ты не поняла вопрос, говорю, вот с цифровыми технологиями, она говорит, curiosity. Я говорю, как так, я не понял. Она говорит, если не будет у человека любознательности, бесполезно о каких-либо других умениях или знаниях или о чем-то говорить. Должна быть, прежде всего, вот как вот искра какая-то, да, должна быть любознательность. Я потом об этом долго думал, даже к ней зашел уже там через несколько дней, к ней в офис специально, я говорю, Бетси, говорю, ты меня просто потрясла, говорю, как всегда. Ты, говорю, ну, я согласился с этим, мы действительно согласились. То есть curiosity, вот здесь тоже любознательность. А что будет дальше? А как разовьется сюжет? А что я смогу? Вот. Ну, excitement, это волнение такое, да, значит, ожидание. И потом, самое главное, вот мне то, что нравится, это творческий компонент. Вот это вот, я в этой книжке нашел, вот это creativity, творческий. Я подумал, вот это надо как раз, так сказать, попробовать, чтобы дети это
смогли делать. Это видео я пропущу там о том, как мы можем учиться с помощью игр. А вот это мы провели, значит, анкетирование с учащимися, больше 200 учащихся, почти 300 учащихся в одном из школьных дистриктов, школьных районов, да, мы провели, причем хороший школьный район, очень сильные ученики, и мы им дали попробовать игры профессиональные, вот, которые сделаны на рынке, покупать можно там или скачивать бесплатно, и дали попробовать игры, которые были сделаны учениками самими, ну, с другого, ну, вот, в которой школе я учился, и моими студентами в институте, и сравнить. И задали им вопросы. Скажи, вот, значит, какие причины помогают тебе учиться, если ты, или, наоборот, не помогают, если ты используешь для этого игру. И вот они отвечают: фан, ну, хорошо, весело, да? Поддерживает мое внимание, делает легче учебу, изучение, да? Помогает с содержанием иностранных языков, помогает с математикой. Желание, как бы, стремление выиграть игру заставляет меня работать лучше, усиленней, помогает понять содержание, опять же, вот. И были вот такие ответы, это я ничего не менял, это реальные ответы, ну, вот. И был ответ, например: я даже не осознаю, что я что-то изучаю, то есть изучаю, но вроде как играю, изучаю. Вот. Это положительный. Но мы тут же нашли и несколько отрицательных моментов своих ответов. Вот они говорили: это вообще не мой стиль обучения. Ну, есть такие, мне это не надо. Я, например, не играю в игры. Это не мой стиль. Я не знаю почему. Вот. Бесполезные уроки, какие-то скучные игры. Вот. Особенно мы давали там эти профессиональные. Вот этот вот момент очень важный был, как раз когда мы дали им профессионально сделанные игры, и именно сказали, что вы должны понять, как их использовать для обучения. Некоторые ответили так, что игры не организованы для в обучающем направлении. И здесь был момент, что игры не персонализированы для каждого ученика. То есть они проанализировали вопросы достаточно хорошо и достаточно серьезно. И это дало нам, опять же, так сказать, уверенность в том, что если они сами будут делать игры компьютерные, то тогда они могут под себя их делать. Потом они же как бы являются авторами, владельцами, хозяевами. И они совместно с учителем, конечно, могут их организовать именно в образовательном таком контексте, направлении. Учителя. Американские учителя из того же точно дистрикта, из тех же самых школ. Я вообще не так знаком с какими-либо образовательными играми для математики и науки, и не думаю, что у меня достаточно времени, чтобы позволить студентам играть в игры. Учителя говорят, да? Я не думаю, что так уж очень много по образовательных игр, которые бы могли поддерживать интерес учащихся средней школы, или что они были бы, ну, много игр, которые можно было использовать для изучения языка вот, в средней школе. Я не думаю, что какие-то доступные образовательные технологии или геймы или игры для английского. То есть вообще технологии ему не надо. Ничего для моего предмета не существует, один ответил, да? Вот. Нету времени, отвечает, говорит, нету времени во время моего всего 1 часа уроков, чтобы со студентами играть в какие-то игры, когда мы наиболее там продвинутые изучаем темы по языку. Ну, здесь не хватает времени. А вот это интересно говорит. Игры это как бы награда определенная, да, поощрение для студентов. То есть учитель считает, что не надо поощрение давать студентам. Вот игры, да. Я, говорит, не знаком ни с чем, что... Вот у учителей, например, такие ответы. Но это правдивый ответ. А вот это мальчик, его зовут Гилберт. Его отец в тюрьме пожизненно. У его мамы еще 4, кроме него, ребенка. Они меняют различные места проживания, потому что не хватает денег платить, их выгоняют там, другое, и так далее, и так далее. Мальчик был у меня лидером группы, которые делали игру, компьютерную игру. И мы с ним говорили, вот помните, вы задавали вопрос, вот что делать, если там не дисциплинирован? Мы как с ним посидели, поговорили. Ну, он был дисциплинирован, что-то вот так разговорились. И он мне сказал, я говорит, не хочу как отец быть.
Я говорю, я хочу другой быть, совершенно другой. Я говорю, ну так все в твоих руках, давай попробуем. Вот. И он, значит, был лидером этой группы, и они сделали игру, вот здесь такая картинка из этой игры. Вот это как раз буквами обозначаются эти компоненты DNA, и надо их правильно сложить. Например, A идет на T, надо их сдвигать, соединять, это вот аденин с тиамином соединяется. Тут есть вот бактерии, которые убивают главного героя. Это все они придумали, я им ни слова не говорил. И вы понимаете, что протеин, он может силы как бы поддерживать, да, протеин. Вот, я говорю, давай, говорю, что-то сделаем, чтобы ему против бактерий-то немножко помогало. Вот, и они тогда сделали гамбургеры макдональдский там или какой, да. Вот для них это протеин. Для этих ребят. Ничего не подсказал, они сами. Вот, взяли, сделали протеин. Если этот герой скушает, то у него есть 60 секунд, когда он может не бояться этих бактерий, они его ничего ему не сделают, даже их уничтожать. Потому что он съел гамбургер. Протеина у него много. Вот, и потом двигать. Ну и там различные уровни. Здесь, видите, они придумали эти жизни, сколько у них есть жизней, очки, безусловно. А жизни здесь, сколько агентов работать могут. Очки, безусловно, там. И уровни, на каком могут находиться эти игроки. В общем, и там много различных. Потом на базе этого мы начали делать уже и по языку игры. То есть сама идея, когда пришла по языку, по математике, там, и не только вот с этим вот DNA. К сожалению, я потерял с ним всякую связь. В очередной раз его мама с его родственниками куда-то уехали, больше я не слышал, не видел его. Спрашивал там у ребят, говорю, вы слышали что-то про Гилберта? Говорит, да нет, говорит, исчез куда-то и все. Но надеюсь, что у него все будет хорошо. Вот. Значит, вот здесь вот эти игры, которые вот мы делали по био-нанотехнологиям, ну, может быть, это громко сказано, мы дали поиграть 200, сколько там у нас, более чем 200, по-моему, 280 учеников. Дали эту игру просто. Они нарезали диск, тогда еще это диски, нарезали диск и с большой гордостью заходили к учителям, стучали в дверь, говорят, дай поиграть. Ученик, я сделал это, говорю, пусть попробует, понравится. Типа того, так, надо видеть было просто их лица, вот как они это делают, так сказать. Вот. И потом опросник сделали, опросили. И вот какой результат. Значит, 75% сказали, что нам игра понравилась. Эта игра, еще раз повторяю, была на 100% сделана учениками, начиная с идеи, с дизайна, все характеры, все эти гамбургеры, только их, я ничего им не подсказал вообще. Я им только помогал чисто компьютерный компонент. Когда они меня спрашивали вопросы по science, да, или по языку, я говорю, ну я же говорю, мой родной русский язык, откуда я знаю, как там это правильно написать? Иди, говорю, вот к учительнице английского языка. Ну, я, конечно, мог бы ему ответить, там, или ей, девочки, да, но мне хотелось, чтобы они ходили, вот как вчера по проектный подход, чтобы они ходили, исследовали, изучали, стучались в двери, находили ответ. То же самое по science, вот почему эта тетя на меня чуть не обиделась, да, они ее там замучили вопросами и так далее. Ну ладно, вот 75%. Значит, кто изучил, они не должны были в 8 классе, в 7-8 классе, не должны были вообще эту тему трогать. Сколько из вас получили какое-то понятие, что такое DNA? DNA это ДНК, извините, я забыл, что это самое, надо другое. ДНК, я использую просто ДНК. 62% получили понятие, что такое ДНК. Это еще до того, как они вообще должны были что-то изучать. Кто считает, что это самая лучшая образовательная игра, в которую вы когда-либо играли? Они игроки. 62% почти. Видите, хотели бы вы иметь подобные игры, чтобы в них играть? И вот 83% сказали, что да, они хотели бы иметь подобные игры. Причем девочек и мальчиков было примерно одинаково. Значит, вот такой вот момент. Ключевые элементы, которые мы потом уже с Гилбертом и с остальными ребятами разработали вместе. Вот это мы сидели с ними, с детьми просто и думали, давай подумаем, как вы это делали. Хотя делали мы тогда это хаотично, еще совершенно не была выстроена какая-то методика. А потом уже когда дальше пошли, там было, значит, сначала базовая идея. То есть вот мы должны представить, что мы хотим. И это очень хорошо, когда в команде. Ну, и это действительно, вот когда в команде они обсуждают, давай это, а какой герой, а какой цвет, а что он будет делать, а куда он будет прыгать, а если упадет. Вот такая очень интересная брейнсторминг определенный. Потом выстроить линию игры. И вот здесь как раз заработал language arts, то есть язык. Изучение языка. Я их заставлял брать и писать. Я говорю, напиши мне на одной странице, напиши мне, что будет там происходить. Просто напиши, что происходит. Например, мой герой такой-то, такой-то, бежит туда-то, туда-то, в него стреляет тот-то, тот-то, нам что угодно. Вот напиши, вот они это писали.
сюжет, да, пишут, ты смотришь, там столько ошибок, все, я говорю, слушай, не пойдет, это надо же нам это подать там на соревнования или еще куда-то, идти, говорю, к учительнице английского языка, пусть она вычитает у тебя, и спроси, как там это. Вот они, значит, полировали, что у них в голове происходит. Надо правильно уметь написать, изложить свою идею. Значит, здесь работает межпредметная связь с языком. Визуальный дизайн, то есть здесь мы немножко кое-какие там обработку изображений делали. Предположим, нашли не картинку в интернете, а он квадратик, на квадратике, вот человечек. Я говорю, как квадратик, что у тебя квадратик будет бегать по экрану-то? Нам же надо человечка, чтобы только... Вот они учились, как это значит выделить по кривой, там, ну, по любой произвольной, как его, значит, скопировать, перенести и так далее. Потом обсуждали даже такой вопрос, что имеем мы право эту картинку взять с интернета? Это же копирайт, это же интеллектуальная собственность. Значит, вот эти вопросы тоже изучали, смотрели, каким образом. Ну и другие вещи, значит, анимацию, пробовали делать анимацию, парочку программ там, вот. Звук, они очень любят музыку. Наверное, все же ученики музыку все время с наушниками. И ходят с наушниками, музыка, вот этот рэп, вот это, да. Вот. Особенно я был поражен, как вот изменилось, как бы даже какое-то такое, ну не авторитет, а что-то. Когда я им сказал, у них был такой Тупак, рэпер известный в Америке был, его убили, и его все время эти ученики слушали. Я как-то наткнулся на книжку, которую он написал, стихов, называется «Роза, которая растет из бетона». Я им про эту книжку сказал, упомянул. Они говорят, откуда ты знаешь-то его, книжку? Я говорю, вы читали книжку, ты читали? Я говорю, нет, не читали. Я говорю, ну как же вы вот любите, не читали? И вот это вот их тоже как бы. То есть, и мы начали делать различные эффекты звуковые с помощью микрофона и программы обработки звука. Вот, они брали эту песню этих рэперов, смотрели, как там звук идет, график, как работает, сами записывали график. То есть вот такие вот моменты, которые давали им понятие контроля, вот это вот очень здорово. Я считаю, вот это вот то, что должны дети понимать, особенно важно сейчас, когда робототехника распространена, то, что космонавты делают, да, то есть очень просто, одним предложением вам объясню, что имеется в виду. Управление объектами на расстоянии. Люди могут управлять объектами на расстоянии. И вот это вот как раз мы обсуждали, что можно управлять объектами на расстоянии. Вот. Взаимодействие, как должно происходить. Тестирование игр. Ну, тестирование мы давали там ученикам, учителям предлагали попробовать тестировать по предмету. И потом выпуск этих игр и использование в классе. Вот эти программы, у меня уже времени практически нету. Вот я вам покажу, если вы хотите, я вам покажу примеры игр. Они у меня есть на лаптопе. Мы просто кому это интересно, потому что не всем интересно. Это такой специфический, как бы, тема, да? Вот, покажу и даже покажу, как можно ее сделать. Это минут 15, мне, может быть, 12 потребуется, чтобы я игру сделал, простенькую. Вот. Вот здесь, вот, значит, те, которые мы использовали, вот эту я ночью, помните, я вам говорил, что бессонная ночь у меня была очередная там, да? Вот, значит, вот это yogames.com, вот это мы использовали. Программа, она бесплатная. А потом я познакомился на одной из конференций уже с другими компаниями, которые делают игры, и пробовали их приложения тоже. Сейчас вот есть GameSalad, очень хороший, вот. Ну, MIT, кстати, тоже выпустила несколько приложений для этого и так далее. Значит, какой у вас есть вопрос? Какие вопросы? Да. По программам, вот программы. Вот программы. Значит, какие, имеется в виду, какие проще, какие сложнее. И это сейчас сделали платную. Вот это сейчас сделали платную. Тогда она была бесплатная версия. Были платные, были бесплатные. Сейчас она платная. По-моему, $99 стоит версия такая наиболее. Ее учащиеся средних школ ее могут осваивать. Под руководством учителя, безусловно. То есть там есть специфика, ну, есть и книжки по ним, и все. Вот это вот, ребята, это бывшие британцы, по-моему, сейчас американцы тоже купили. Это голландцы сделали сначала, тоже американская компания сейчас. Вот. А вот эта вот компания, они дают, по-моему, даже школам чуть ли не бесплатно. То есть они очень как бы открытые, с ними можно договариваться. Вот это, она, по-моему, бесплатная. Есть версия, есть книжка GameSalad. Но я уверен, что есть какие-то и русские ресурсы тоже. Я не сомневаюсь в этом. И вот MIT, вот это вот, по MIT вот это бесплатно 100%. Вот это последнее. Scratch.mit.edu.
Вот. Это абсолютно бесплатно, и с MIT с ними можно переписываться по имейлу. Потому что это, ребята такие же преподаватели, как мы, работают. Это их исследования, там, их интерес, вот, и они могут помогать. Я оставлю это все. Ладно, я вот оставлю руководителем института, и вы можете взять потом, если вы хотите, и посмотреть. Это все рабочие линки, по-моему, насколько я помню, я их делал рабочими. Это все делалось после школы, основная работа делалась после школы, до школы. Вот это, о том я что говорил, scratchmit.edu на русском языке. Вот. То есть вот такие, типа, как пазлы, видите, они как пазлы. То есть это как раз вот идет такая вещь. Вот, после школы, до школы многие приходили, потом начали приходить до школы. И, значит, я давал на, ну так как, видите, я вел технологию. То есть они приходили ко мне изучать компьютерную технику. Это позволяло использовать. Но потом они, очень многие дома начали возиться с этим. Очень многие сами самостоятельно. Сейчас я вам забыл аудио. Просто крутится на языке. Это известная программа Audible, не Audible, как-то она по-другому. Я вспомню, вам обязательно скажу. Она известна, она бесплатная программа по монтажу звука. Просто сейчас вылетело из головы на букву. Нет, это отдельно именно для звука, только для звука. И там можно сохранять, там хорошо, что там можно сохранять в любом формате. Там MP3 формат, там или можно, вот это, знаете, AVI, потом, да-да. Audacity, спасибо, Audacity, да. Да, вот перепутался с Audible и Audacity. Audible — это сервис, который аудиокниги в Америке. Amazon сейчас им владеет, там огромное количество аудиокниг всевозможных. Audacity, она хорошая, она бесплатная, и там очень много функций. Им можно попроще, что-то можно более сложные вещи делать. Есть ли какие-то у вас еще вопросы? Значит, кому интересно будет, я готов с вами как бы поговорить на эту тему, показать вам на лаптопе, просто тут устанавливать эту программу, уже нет сейчас времени, показать, как делать игру, какие игры вот уже готовы, вот вы посмотрите и можете, если захотите, то попробовать. Если вопросов нет, то тогда большое вам спасибо за внимание. Я знаю, что у меня было сегодня очень много, но это не моя вина, я так сделали. Я бы сам с удовольствием посидел, послушал, вот, но я вынужден был отработать то, что мне запланировано было. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрим еще несколько ресурсов, которые позволят нам организовать вот такое игровое обучение. Так, ну и начнем мы, наверное, все-таки с российской электронной школы. Так, РЭШ, российская электронная школа, портал, который рекомендован нам всем для использования в обучении. Начнем с видеосюжета. Что такое РЭШ? РЭШ — это российская электронная школа, созданная по поручению президента. Это то, что сделает учебу в мире новых технологий проще, удобнее и эффективнее для учителей, для учеников и для их родителей.
РЭШ позволит создать единое цифровое образовательное пространство. РЭШ — это современные технологии плюс качественное образование для каждого ребенка, вне зависимости от места проживания. Каковы задачи российской электронной школы? Повысить качество образования школьников, сделать возможным график индивидуального обучения, помочь учителям освоить новые методики, помочь родителям заниматься с детьми дома, сделать новые технологии частью образовательного процесса, использовать образовательный потенциал регионов. Российская электронная школа расширяет границы процесса обучения. С РЭШ можно выйти за пределы школьного класса, совершить виртуальное путешествие в музеи и побывать на концертах, быть на уроке вместе с родителями, выполнять интерактивные задания, заниматься по индивидуальному графику. Как и в обычной школе, в РЭШ есть контрольные и ставятся оценки. Как составляется программа российской электронной школы? Уроки проводят лучшие учителя страны. Программа проходит экспертизу Российской академии образования. Для учителей РЭШ — это способ создавать собственные уроки с помощью новейших технологий, а также использовать опыт коллег. База РЭШ — это самая крупная библиотека уроков в России. В ней есть методические материалы и видео, тексты и рисунки, тесты, контрольные, интерактивные задания, фильмы и театральные постановки. С РЭШ учитель может преподавать ученикам, которые не способны посещать занятия, обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, выявить пробелы в знаниях и быстро восполнить их. Родители школьников часто задаются вопросами: как помочь ребенку справиться с домашним заданием, как грамотно объяснить пропущенный материал. Эти проблемы поможет решить РЭШ, расширяя границы школьного пространства. В РЭШ родители могут заниматься с детьми ровно столько времени, сколько необходимо каждому ученику для усвоения курса по каждому предмету. Электронные тренажеры помогут ребенку лучше усвоить материал. А электронные контрольные покажут родителям, насколько хорошо их дети справляются с программой. Мир не стоит на месте. Новые технологии, новые знания, новые методики. РЭШ — это доступные современные технологии качественного обучения для всех школьников страны. Единые методики обеспечивают преемственность образовательных программ. Учиться в РЭШ интересно не только детям, но и родителям. Так, этот ролик отображает все возможности и существующие, и будущие, которые будут реализованы на портале «Российская электронная школа». На сегодняшний день в открытом доступе выложены уроки по различным предметам, по классам с 5 по 9 по всем предметам есть. По остальным классам пока еще в разработке все находится. Ну, вот если мы с вами посмотрим, допустим, 6 класс, ну или даже 5, да, видим предметы: английский язык, биология, география, изобразительное искусство и другие. Что посмотрим? Что хотите посмотреть? Давайте литературу посмотрим. Хотя в рамках STEM образования лучше, наверное, математику или технологию посмотреть. Давайте в математику тогда зайдем. Представлена программа и все уроки и так далее. Зайдем в какой-нибудь урок, например, простейшие комбинаторные задачи. Здесь идет вначале видеолекция. В видеолекциях, для создания видеолекций привлекались победители конкурсов «Учитель года России» и ведущие преподаватели, как нам уже сказали. Есть конспект. Ну, правда, некоторые конспекты оставляют пока еще желать лучшего, но все пожелания тех регионов, которые участвовали в апробации ресурсов, они разработчиками учитываются, и постепенно все это перерабатывается, дорабатывается в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Ну, в любом случае, готовый конспект вы перерабатываете под свои конкретные условия. Есть упражнения и задачи для ребят после того, как они просмотрели видеофрагмент, и дальше вот такого тестового характера задания. Далее есть проверочные задания, но проверочные задания
доступны только зарегистрированным пользователям. И дополнительные материалы в виде ссылок на различные сайты, на различные ресурсы. И вот аналогично все уроки представлены на этом портале. Кроме того, вы можете зарегистрироваться как учитель и создавать свой класс. И вам будут доступны расширенные возможности ресурса «Российская электронная школа». Пока они тоже еще не все доступны, но в перспективе все это должно работать. Кроме того, вы можете зарегистрироваться как родитель, и, как вот в видеоролике нам объясняли, да, вы можете вместе с ребенком изучать необходимый материал. Кроме того, подписывается школа, и для школы тоже будут свои возможности, да, индивидуально для школы, подписанной на этот портал. В русле нашего сегодняшнего первой половины нашего сегодняшнего дня нам рассказывали о том, как фильмы используются в образовании, да, индивидуализм, коллективизм в кино. Большая фильмотека есть. Вот, например, да, «А зори здесь тихие». Мы переходим. Здесь идет у нас переход на портал «Культура.рф». Можно посмотреть сам фильм, можно узнать об истории создания фильма. И по некоторым фильмам там есть еще дополнительные интервью, дополнительная информация. Вот здесь вот лекция о фильме. То есть очень много материала дополнительно мы с вами можем получить. Театральные постановки тоже можем использовать. Здесь тоже идет переход на портал «Культура.рф». И непосредственно на самом портале «Культура.рф» тоже много чего интересного дополнительно вы можете еще найти. Так, это то, что касается ресурсов «Российская электронная школа». Вопросы есть по «Российской электронной школе»? Да, там результаты будут видны учителю. Так, еще один интересный ресурс – платформа учи.ру. Кто-то знаком с ней? Они являются партнерами нашего института. Здесь также какие-то ресурсы возможно использовать без регистрации. Для расширенных возможностей необходима регистрация. Также регистрируются школы, регистрируются учителя, создают свои классы, родители работают. И здесь выставлены интерактивные курсы по математике, алгебре, русскому языку, английскому языку, окружающему миру. Вот для примера, да, демонстрационные задания можно посмотреть. Вот здесь как раз игровая методика реализована. Сложи дроби. Что-то мы записываем. И нам предлагается следующий пример. Аналогично для начальной школы, 3 класс. Помоги папам осьминогам найти своих детей. Чужих посади на черепаху. Вот один папа говорит, у моих осьминожек 2 десятка. То есть мы должны выбрать таких осьминожек, да, у которых в разряде десятков стоит 2. И, наверное, их переместить к этому папе. Так, хорошо, пошел. Этот к этому пойдет. Нет, не идет, покраснел и вернулся обратно. У моих осьминожек 5 сотен. Не идет. Этот пришел. А эти, видимо, у другого папы. Те, кто остались. Ну, для каждого класса есть разнообразные задания. Учи.ру – это вся математика для начальной школы в интерактивной форме. Платформу Учи.ру уже используют в своей работе десятки тысяч учителей по всей России. Ее уникальность в том, что обучение происходит в форме непрерывного диалога с учеником во время выполнения каждого задания. Система реагирует на действия ученика.
В случае возникновения сложности задает уточняющие вопросы, которые помогают прийти к верному решению. А в случае правильного ответа предлагает следующее задание и хвалит ученика. Ученики последовательно переходят от одной темы к другой, пока не усвоят курс полностью. Они учатся в комфортном темпе и получают только те задания, которые направлены на качественное улучшение их знаний. Учи.ру автоматически подбирает уровень сложности и строит индивидуальную образовательную траекторию для каждого ученика. Начать пользоваться Учи.ру очень легко. Для этого потребуется только компьютер или планшет, подключенный к интернету. Для регистрации учителю следует выполнить два простых шага: ввести информацию о себе и о школе, а также зарегистрировать своих учеников. Распечатав логины и пароли, необходимо раздать их ученикам. После чего можно приступать к работе. После ввода логина и пароля на сайте Учи.ру ученики могут самостоятельно приступать к занятиям в школе или дома. В своем личном кабинете на сайте учитель может изучить все интерактивные задания, добавить и удалить учеников, а также отследить их успеваемость с помощью наглядной статистики. А еще заниматься с Учи.ру можно с помощью интерактивной доски для объяснения новой темы или групповой работы. Почему платформу Учи.ру используют тысячи учителей со всей России? Потому что это знания, лучшие результаты в учебе, повышение мотивации и уверенности в себе. Ученики с большим интересом занимаются в системе в школе и, возвращаясь после уроков домой, с удовольствием продолжают проходить новые темы и закреплять изученный материал. Изучайте математику с удовольствием вместе с Учи.ру. Так, ну вот есть регистрация родителей. Да? То есть родитель с ребенком могут заниматься. То есть для семейного образования подходит. Так, еще одна платформа, которую я могу вам показать, это платформа Я-класс. Кто-то знаком? Да, здесь тоже можно найти ресурсы по различным учебным предметам. Кроме того, да, есть проверочные работы. Есть отдельный сервис для учителей, для школьников, для родителей. Вот на сегодняшний день 27 651 активная школа. То есть вы также регистрируетесь на сайте как учитель, можно зарегистрировать школу целиком и работать с этим сервисом. Также кое-что можно найти и в открытом доступе. Ну, давайте посмотрим, например, окружающий мир. Первый класс, живая, неживая природа. Есть теория, которую вы можете изучать с иллюстрациями, небольшие тексты, потому что первый класс, больше иллюстраций, чем текстов. И далее задания. Ну, для того, чтобы себя проверить, необходимо зарегистрироваться. Вот само задание можно посмотреть без регистрации. И далее есть тесты и методические материалы для учителя в виде технологических карт. И к каждому заданию инструкция. Видим сложные задания, рекомендованное время, сколько баллов ребенок может набрать, и вид задания обозначен. Так, еще одна платформа, о которой мы упоминали на нашей панораме онлайн-платформ, «Открытая школа». А также здесь какие-то ресурсы доступны без регистрации, но для того, чтобы все возможности можно было использовать, необходима будет регистрация.
Все курсы школьной программы представлены. Вот мы со студентами рассматривали начальную математику. И также все в игровой форме здесь представлено. Какие-то вот в открытом доступе можно смотреть, какие-то вот с авторизацией просят. В общем, идея понятна, да? Что мы можем посмотреть. Кроме того, посмотрите, здесь есть конструктор, в котором вы можете сами создавать свои задания. Ну, тоже, конечно, после регистрации. Так, еще один сервис, который, не знаю, сейчас работает или нет, посмотрим, позволяет конструировать игры. Ума-игра. Был такой сервис несколько лет назад. Рабочий, нерабочий. Угу, да. Вот есть конструктор игр, который позволяет создавать отдельные игры и даже тематические сборники игр. Можете его себе тоже записать как вариант, с которым можно поработать и конструировать свои игрушки обучающие. Здесь регистрация обязательно нужна. Может быть, кто-то из вас хочет еще поделиться какими-то своими фишками, что вы используете. Наверняка богатый опыт у многих из вас есть. Вот пока есть у нас несколько минут, я предлагаю вам поделиться своими находками. Кто-то хочет? Не стесняйтесь, все свои. Так, ну пока коллеги думают, хочу сделать еще объявление о предстоящем мероприятии. На следующей неделе мы всех вас ждем на летний самосбор. Сейчас найду, где-то у нас объявление должно быть об этом мероприятии. Летний самосбор – это традиционное мероприятие IT-активных учителей. Оно сейчас проходит как республиканская конференция. Так, что-то вот не вижу пока нигде в новостях про летний самосбор. Ну, давайте мы его найдем через интернет. Так, этот год нам не отображается. Ну, если мы зайдем на 17-й, то наверняка мы там сможем перейти и, скорее всего, нет, отдельно. В этом году летний самосбор проходит 14-15 июня. 14 июня будет проходить на базе Сыктывкарского государственного университета. 15 июня на нашей базе. Ждем вас всех 15 июня к нам в гости. Будут выступать и преподаватели университета, и учителя. Наверняка кто-то из вас уже зарегистрировался. Потому что я вижу знакомые лица, которые у нас постоянно посещают подобные мероприятия. Да, конечно, вы можете посетить любой из дней. Угу. Вот 15-го к нам приходите, мы вас всех будем ждать. Это будет в 2 часа начало. В 102-й аудитории, если мне не изменяет память. Уже не заблудитесь, вы уже у нас как свои здесь, сориентируемся. Мы разместим на нашем сайте, обновим, по крайней мере, новость. Она у нас была, она, видимо, ушла в списке наших новостей и анонсов. Поднимем повыше, и вы сможете ознакомиться с программой самосбора, посмотреть, кто будет выступать, какая тематика. Ну, это, конечно, все по информационным технологиям в образовании. Как раз вот в тему наших встреч с нашими зарубежными коллегами, особенно с Андреем Коптеловым. Есть ли у вас какие-то вопросы еще?
Ну, мы надеемся, что все наши мероприятия были для вас интересными и полезными. Так, а далее в 102-ю аудиторию приглашаем всех на мастер-класс «Умные инновации. Смарт помогает строить школу будущего сегодня». А участников проекта «Молодые педагоги и эффективная школа» ждем на круглом столе в 330-й аудитории на 3-м этаже. Если вы не являетесь участником проекта, то, пожалуйста, в 102-ю аудиторию.